Так, ассаламу алейкум, хайрликиш, кадрлы дуслар, милләт ташлар, дорогие друзья. С вами сегодня я, Руслан Айсин. Будем говорить о том, что такое суверенитет, как татары бились за него, сражались и почему они имеют полнокровное право на то, чтобы быть самостоятельным, независимым и самодостаточным политическим образованием, нацией. Почему то, что происходит сейчас, отчасти имеет свои аналогии и в истории. Вообще, ну, надо сказать, что я сторонник переучреждения Татарстана как новой территориальной, политической, цивилизационной единицы, потому что то, что было а, свыше 100 лет назад, когда была учреждена Республика Татарстан, то были особые обстоятельства, которые фактически привели к такому не совсем компромиссному для нас варианту. То есть Республика Татарстан, конечно, восстановила отчасти восстановила политические права и государственность татарского народа, но, естественно, не в полной мере. То есть это компромисс со знаком минус или такой уходящий вниз компромисс. Скажем так, вы знаете, мы несколько эфиров посвятили тому, как татары пытались создать большое политическое пространство образования, названное Идель-Урал. Не получилось. Татарско-Башкирская республика тоже. И, соответственно, вот Республика Татарстан– это вот третий этап компромисса. Ну и, собственно говоря, что произошло? Произошло то, что Татарстан был сцеплен в эти административные рамки 668 тысяч квадратных километров, но, к сожалению, большая часть татарского массива осталась за пределами Татарстана. Вот по всей Акайме Республики Татарстан проживают татары, я уж не говорю по поводу Сибири, Урала, в Центральной Азии, в Центральной России, там Мишары Нижегородской области, в Ростовской области достаточно много, соответственно, в Рязанской области, так называемый Касим татарлары, да, касимовские татары, которые до 1600, по-моему, 81 года имели, ну да, свою государственность, она была отчасти, конечно, находившаяся под протекторатом московского улуса, московского княжества, но все равно она имела свою структуру, она имела свое политическое лицо, она имела своих мурс, которые, правда, участвовали, конечно, во взятии Казани 1552 года, но это отдельная история, мы ее тоже, по-моему, с вами брали в расчет. Так вот, есть несколько, скажем так, важных юридических оснований говорить о том, что мы сейчас не находимся в составе Российской Федерации. Я об этом писал, можете зайти на сайт наш Татполит, пожалуйста, подписывайтесь, заходите. Yazalırız mümkün bulsa и bizning телеграм-канал Гада Татполит Айсин Руслан. И, собственно говоря, при всем при том, что есть такие сугубо историко-философские основания считать, что мы не находимся в составе вот этого образования, которое сейчас называется Российская Федерация, есть еще и конкретно юридические. И они просто указывают, что, в принципе, если убрать тот административный силовой ресурс, который нас держит в Москве, то, в принципе, Татарстан вполне себе вот этот вот 1920 года самостоятельный субъект. Но я настаиваю на том, что я думаю, что нам надо пересмотреть основания формирования Татарстана. Опять-таки, я здесь говорил, и есть у меня небольшая статья о Татарстан 5, да, Татарстан кулака. То есть 5 оснований или 5 принципов существования политической субъектности Татарстана. Это Татарстан, я еще раз повторю, Республика Татарстан, вот нынешняя. Это Большой Татарстан в Поволжье, который находится так или иначе. Это
так называемый татарский мир или влияние татарской культуры, татарской интеллектуальной и политической составляющей на какие-то пространства, на явления экономические, культурные, религиозные. Третье основание, четвертое, извиняюсь, это Татарстан архипелага. Сейчас я вот придумал новую формулировку и думаю, ее тоже надо будет развивать. То есть архипелагный татарский мир. То есть там, где татары проживают компактно, я уже вам говорил. От Твери, Ростова, ну, кажется, вроде несуразно, причем здесь Твери, причем здесь татары. Но, однако, в Твери жила большая татарская община, Мишарской, вы знаете, известный татарский поэт Хади Такташ, который которого во многом называли татарским Маяковским, один из модерновых поэтов, он родом из Тверской тогдашней губернии. И, значит, пятое основание – это статичный, динамичный Татарстан. Два Татарстана, то есть татарский мир в миграции. Вот, например, мы являемся динамичным татарским миром, потому что мы находимся вне ареала своего проживания и вне ареала того места, где мы родились, но однако же мы носители политического дискурса, то, что называется татаруха, татарского духа, татарской идеи и, собственно говоря, проекта. И поэтому мы с полным основанием можем говорить о том, что мы и есть тот самый нация в походе, как у греков это было полис на походе, да, то есть полис, который вынужден был покинуть свои места дислокации, но потом он вернулся. Вот полис, джамаат, община, нация в данном случае – это люди. То есть вот мы, вот пока мы есть, мы как бы эту идею носим, лелеем, прорабатываем и не даем ей, собственно говоря, остыть. Вот это, что называется, Татарстан пятерни или Татарстан кулака. Теперь, что касается конкретно юридических и правовых норм, про которые я вам говорил. Значит, надо понимать следующее, что Российская Федерация, она перестала быть правовым субъектом и выпилила себя из системы международных отношений. То есть она как бы вне сейчас юридического поля, и, собственно говоря, поэтому многие позиции, скажем так, они теперь не работают. То есть Россия уже не имеет права заявлять о каких-то юридических своих претензиях. Она не может говорить о том, что она имеет право на землю Украины, даже там захватив земли Херсонской, Запорожской областей, Донецкой, соответственно, Луганской и Республики Крым. Все прекрасно понимают, что пока эти земли находятся под военным контролем России, но так или иначе скоро они отойдут Украине. Соответственно, мы тоже можем поставить эти же требования, да. Плюс ко всему надо понимать, что вот эта вот система международных отношений сложилась по итогам Второй мировой войны. Да, она сплела и она создала вот эту архитектуру международных отношений. Россия, развязав войну и наплевав на все нормы, под которыми она сама подписывалась в Ялте в том числе, она выпиливается оттуда, уходит, все. Ее как бы убрали из пространства цивилизованных стран, цивилизованных субъектов. Вторая мировая закончилась. Вот мы жили в мире после Второй мировой войны. Теперь Россия, развязав войну, она завершила ту эпоху. Все. Теперь после Ялтинский мир он умер. И, соответственно, формируется новый международный порядок, новая правовая, юридическая и нормативная база. И мы вправе, мы просто обязаны войти в нее и заявлять о своих правах. Не только, что называется, действовать лозунгами,
какими-то общими формулировками, а конкретно вот есть юридический аспект. Вот мы должны работать в том числе и в этом направлении. Просто обязаны. Ну, вы знаете, что позавчера был юбилей столпа татарской политической мысли одного из лидеров национального движения Садри Максуди, который, ему исполнилось бы 145 лет, он был профессором Парижского университета, Стамбульского, был депутатом здешнего парламента, Миллят Меджлиса, или как он у них называется, Улуг Меджлис, был одним из авторов Конституции Турецкой Республики, ну и человек, один из самых образованных и деятельных людей своего времени, потомок знатного рода. В общем-то, вот он активно участвовал в разработке различных юридических норм, в том числе татарского народа, потому что он был правовед и юрист. Вот такие люди нам сейчас, конечно, понадобились. Я знаю огромное количество юристов среди татар, понятно, те, кто в России, они как бы не могут открыто, прямо и публично участвовать, но есть очень много людей в Европе, в Америке, в Австралии. В конечном итоге надо нам сейчас объединиться, вот все это подбить и начать действовать, да. То есть Татарстан в этом новом мире, который переформатируется на наших глазах, должен занять свое суверенное место. Суверенное место, потому что раз все признают, что Россия агрессор, но нам надо убедить остальной мир, что такая же агрессия была предпринята Российской империей в отношении других народов, включенных в состав империи Романовых или Советской империи. Вот в этом смысле это и помимо такого публично-политического, исторического подхода требует еще и, конечно, юридическую проработку, как я уже говорил. Вообще татары-то не входили добровольно в состав московитов. То есть у нас нету никакого документа, и сейчас я буду их активно перечислять, и вы поймете. Значит, с середины 16 века и до конца 18 века, когда были последовательно завоеваны различные тюрко-татарские ханства, которые откололись когда-то от Золотой Орды, да, они были присоединены, и, соответственно, ни с кем из них Россия никакого договора о вхождении не заключал. Хотя вот интересный момент, что с Украиной был такой договор, как мы помним, в середине 17 века заключен с Переславской Радой. С нами ничего подобного не было. Более того, Татарстан долгое время всеми доступными средствами провозглашал свою суверенность и право на политическую субъектность, на свою государственность. Но из-за того, что были несоразмерны возможности наши, политические, силовые, это не удалось отстоять. Но смотрите, какой, опять-таки, момент. То есть цивилизационная составляющая и государственный державный опыт татар, он имеет почти 2000-летнюю историю. Мало кто из народов на территории нынешней Российской Федерации, да и в Европе даже, такую историю имеет. Смотрите, начиная с Хунну, ну или Сюнну, как их называли китайцы, да, это 3 век нашей эры. Затем с 5-6 веков Великий Тюркский каганат, который потом, как мы знаем, разделился на западный и восточный. Далее возникали всевозможные образования и на его осколках от уйгурского и так далее. Дальше происходит консолидация вокруг Чингисхана, Тимуджина. И, собственно говоря, образование большой монгольской державы, тоже часть этой государственности. Но здесь еще надо сказать, что после тюркского каганата
была Болгария, Великая Болгария, которая находилась на территории Нижнего Поволжья, Азовья. И в VI веке, когда она была разбита, она раскололась на три части. Одна часть ушла на Дунай, в Болгарию, то, что сейчас называется Болгарией. Вторая часть ушла вверх по Волге, в Волжской Булгарии осталась. И третья часть осталась на Кавказе и, собственно говоря, стала основанием тех народов, кумыков, карачаевцев, ногаев отчасти, балкарцев, да, ну, балкарцы это прямые, так сказать, потомки вот этой болгарской, булгарской державы. Так вот, дальше Волжская Булгария на территории Поволжья, это 7 и фактически 13 век, когда они пали под ударами чингизидов, но сохранили себя в формате булгарского вилаята. То есть это все этногенез происходило, формирование некого единого пространства. Затем Золотая Орда, Алтын-Орда. Дальше, в конце 15 века, Алтын-Орда Таркала, то есть она, Золотая Орда, распадается, и на ее вот обломках создаются многочисленные ханства. Казанское ханство, собственно говоря, Большая Орда, Ак-Орда, Крымское ханство, дальше Ногайское, правда, оно было не ханство, но как бы там не было, там другая чуть история. Касимовское ханство, Сибирское ханство, ну и так далее. Возникает огромное количество ханств, которые где-то ведут между собой междоусобную борьбу, но все равно продолжают существовать в виде этих территориальных государственных образований. Как я уже сказал, последнее Крымское ханство пало в 80-х годах 18 века. То есть вот вы берете, ну вот уже там 1500 к тому моменту, к падению, имели свою государственность. Причем вся политическая риторика, политические формуляры, вплоть до политической терминологии вошло в лексикон московей. И огромная часть элиты, знати, военных, военачальников, управленцев, это были тюрко-татары. Вот в 1920 году, как я уже сказал, вот образовывается слабокомпромиссный вариант в виде республики Татарстан. Значит, так как Татарстан к 1990 году, да, просуществовал 70 лет, об этом мы тоже с вами говорили, что этот цикл, 72 года, это по сути цикл. Почему 72? Потому что в 2018 году уже была декларативность об образовании и Идель-Урала, и, собственно, татарского государства, восстановление. Поэтому вот 72 года, цикл 6 по 12, да, известная сакральная дата, она подвела черту под вот эту форму восстановления суверенности и независимости татарской нации. Значит, перечисляю что? Первое. Декларация о государственном суверенитете татарской ССР 90 года, 30 августа, и через месяц мы отмечаем, ну, в Татарстане не будут с таким размахом отмечать, не будут отмечать под этими политическими знаменами, да, 33 года формальной самостоятельности. Так вот, согласно этой декларации, декларация так называется, декларация о государственном суверенитете, Татарстан стал союзной республикой, то есть государством внутри государства, потому что все союзные государства, республики так называемые, они были государством. Но когда союз перестал существовать, эти республики стали самостоятельными государствами, а Татарстан не смог. Но он настаивал, потому что изначально Горбачев и вся эта группа из Политбюро, они были согласны,
дать Татарстану союзный статус, потому что татары 5 раз, начиная с 1920 года, поднимали вопрос о союзном статусе. Потому что по всем показателям Татарстан должен был иметь союзный статус, но не дали. По ВВП, я уже здесь тоже говорил, он обгонял 7 республик по ВРП, по валовому региональному продукту. Там, Кыргызскую ССР, Таджикистан, Молдову, Грузию, Армению, Эстонию, по-моему, Латвию, если я не ошибаюсь. Ну, короче, вот 7. Ну и, соответственно, статус совсем другой был, и государственность уже была. Это сейчас татары, да, на втором месте по численности. В Советском Союзе, естественно, не были вторые по численности, но в РСФСР, которая была частью СССР, они были. Плюс ко всему мощнейший промышленный, научный капитал, интеллектуальный. Но я рассказывал, почему не дали, потому что Сталин хитрым образом придумал уловку, согласно которому союзный статус не могут получать те республики, которые не имеют внешней границы. А как они сделали? Вот Татарстан, Башкортостан идут вместе, и там сделали этот перешейк, Оренбургскую область создали специально, дальше Курганскую. И так как нету внешних границ у Татарстана, Башкортостана, как говорится, так и сказал Сталин, ничего они не получат. И это стало формальной причиной. Но здесь, я думаю, что наши не доработали, там впоследствии надо было немножко докрутить в том смысле, что татарский мир анклавно, архипелагно проживает везде, поэтому у него как бы особые полномочия даже внутри этих требований. Но как бы дела давно минувших дней. А дальше что? Второй аспект, да, очень важный. То есть у нас есть декларация о государственном суверенитете фактически. Дальше. Есть такой документ, как постановление Верховного Совета Татарской ССР, тогда он еще назывался Верховный Совет, он назывался об акте государственной независимости Республики Татарстан и датирован 24 октября 1991 годом. То есть спустя год был принят еще один документ. Чтобы легитимировать эти решения парламента, был проведен в 1992 году, 21 марта, референдум о статусе Республики Татарстан, где более 63% от принявших участие в этом голосовании отдали свой голос за то, чтобы Республика Татарстан, как и было там написано, есть суверенное государство, субъект международного права, строящее свои отношения с Российской Федерацией и другими республиками, государствами на основе равноправных договоров. То есть люди подтвердили то, что принял парламент, что Татарстан независимое государство, субъект международного права, и он выстраивает свои отношения и с Российской Федерацией, хотя нет такого субъекта Российской Федерации. Это блеф, это пустота. Да? Российская Федерация состоит из регионов, поэтому и там было подчеркнуто, и с другими республиками на основе договоров. А что такое Российская Федерация? Вот уберите все регионы, и нету никакой Российской Федерации, нет у нее политического тела, нет у нее правовой субъектности. Это вот мозаика, да, каждая мозаика – это отдельный субъект. Вот это все типа Российской Федерации. Вы забираете его, и все, ничего не остается. Поэтому само определение Российская Федерация, которая считает себя некой тканью вот этого государства, это тоже очень размытое понятие. Следующий момент. Конституция Республики Татарстан, первая ее редакция, сейчас вы знаете, ее покуцали в конце года, особенно прошлого, 6 марта, и этот день отмечается как День Конституции Республики Татарстан, в 1992 году были закреплены статус республики,
введены туда результаты референдума, также введены гражданство Республики Татарстан и иные атрибуты государственности. Флаг, значит, гимн и прочее, и прочее, и прочее. А гражданство его убрали, правда, из последней редакции Конституции, но мы уже это не признаем, потому что это под давлением. Это под давлением, я как-то писал, что есть такой принцип правовой, очень важный, что когда вы подписываете какой-то документ под дулом пистолета преступника или террориста, далее суд имеет право полное не признавать вашу сигнатуру, имзана, то есть подпись, потому что вы действовали в ситуации непреодолимой силы. Вы не могли поступить иначе, вы, чтобы сохранить как бы жизнь, да, подписали. Это тоже надо ввести в качестве юридического подхода нам в будущем. Что та Конституция вот конца прошлого года, она в действительности не имеет юридической силы, оттуда убрали гражданство, оттуда убрали понятие суверенитет, оттуда убрали раздел, статью, которая говорит о том, что Татарстан выступает против пропаганды войны и насилия и выступает за нейтральный статус. Это тоже убрали. Тоже, понимаете, в угоду той агрессивной империалистической войне, которую ведет сейчас Московия. Путинский режим, будем его называть так правильно. То есть здесь, но они не могли убрать, потому что это определяющие разделы и аспекты Конституции, которые были закреплены всенародным голосованием. Они не могли, то есть надо было вынести на референдум, и после этого можно было, условно говоря, заменить Конституцию, потому что они не могут волеизъявления людей, которые проявили его открыто посредством референдума, отменить. То есть здесь тоже есть к чему юридически можно привязаться. Дальше, очень важно. Татарстан не участвовал в первых всенародных выборах президента России в 1991 году. Он мотивировал это тем, что он член, субъект Советского Союза, отдельное государство, но не является субъектом РСФСР, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Вы помните, Ельцин был вот как раз лидером РСФСР, а Горбачев был президентом СССР. И, собственно говоря, что такое СССР? Почему СССР распался, его президент растворился? Потому что после выхода всех республик, всех государств, СССР не имел своего тела, у него не было. И поэтому и Горбачев оказался ни с чем. И Российская Федерация сейчас является таковой. То есть не участвовали в первых выборах президента России. Дальше. Татарстан не участвовал в голосовании по принятию Конституции России в декабре 1993 года, после расстрела так называемого парламента. Дальше были, вы знаете, проходили очень серьезные события. Здесь я отдельно не буду останавливаться, эта тема большая, многослойная. Когда начались вот эти вот политические баталии, политические битвы вокруг принятия федеративного договора. Татарстан и Республика Ичкерия отказывались. К Татарстану были стянуты части военизированные, механизированные, в том числе танки стояли в лесах Мари-Эл и по первому приказу могли войти. Татарстан. Ичкерия отказался, и Татарстан потом в конце, как известно, 1994 года введены были войска в итоге
в Ичкерию, как тогда пропаганда говорила, для наведения конституционного порядка. Татарстан договорился о подписании договора, который назывался «Договор о разграничении полномочий и предметов совместного ведения». Он был подписан, по-моему, 14 или 15 февраля 1994 года, и формально он вернул Татарстан в правовое поле Российской Федерации, но с сохранением ее государственного суверенитета. То есть Татарстан входил, но не в состав России, как бы, он был ассоциированный член. То есть он составлял с ней некую конфедеративную сущность. Но там было прописано, что у него есть суверенитет, он государство, Татарстан, гражданство есть, и все остальные аспекты и институции той самой государственности. Государственный язык, соответственно, русский и татарский, парламент, Конституционный суд, Академия наук Татарстана, который сейчас тоже практически ликвидировали после того, как назначили старшего брата Рустама Минниханова, Рифката Минниханова, бывшего главы ГИБДД по Республике Татарстан. Но, то есть вот постепенно Москва давила, но Татарстан держал принцип сохранения государственности, да, и всячески старался их вплетать вот во всевозможные отношения. То есть с 1994 года, когда был принят этот договор федеративный, так называемый, который подписали все, но вот отказался подписывать Ичкерия и Татарстан настоял, чтобы с ним подписали отдельно специальный договор. Он подписывался на 10 лет до 2004 года и принимался, помимо прочего, в качестве федерального закона. Государственная Дума принимала этот закон, потом Совет Федерации, куда тогда еще входили по 2 представителя от регионов, и от Татарстана сидели Шаймиев и Мухаммедшин, который до сих пор руководит парламентом Татарстана. Он ратифицировал, и дальше уже Ельцин подписывает. До 2004 года, на 10 лет. В 2004 не подписали, отложили на 3 года. Значит, как я уже сказал, в 2004 году договор не был подписан, шли переговоры 3 года. И получается, что эти 3 года Татарстан провис, потому что договор истек, и у Татарстана и Московии, в общем-то, Москвы не было никаких юридических оснований для взаимоотношений, то есть их ничего не сцепляло как единое целое. Но в 2017 году все-таки Татарстан, в 2007 году Татарстан смог продавить переподписание этого договора, но он был уже острижен, он был, извините за такую физиологическую формулировку, кастрирован, многие вещи оттуда были убраны, но все равно он сохранялся, то есть это все равно был документ, который указывал на то, что Татарстан государство, и оно выстраивает свои отношения с Москвой на основе вот этого договора. Ну, вот. Это нормальная форма там, конфедерации и так далее, они подписывают, есть какие-то общие, скажем, предметы ведения, а что-то отдается на откуп Татарстан. В том числе прописывалось, как будет распределяться сборы налогов, как будут распределяться полученные доходы и дивиденды от продажи нефти, от ее переработки ее продуктов различных. Это тоже регламентировалось изначально. В советское время Москва забирала 98%, потом в начале 90-х это было 50-50. Татарстан согласился, потому что Москва грозилась перекрыть трубопровод «Дружба», который шел в Европу. И
Дальше этот процент увеличился в сторону Москвы и сейчас составляет порядка 75%. Вот так вот, спустя 10 лет, в 2017 году федеративный договор истек. Его отказались продлевать. В этот же год был нанесен еще один удар. Путин в городе Йошкар-Ола, который является столицей республики Марий-Эл, Красная гора переводится, на заседании президентского совета по межнациональным и межконфессиональным делам, вопросам, наехал на Татарстан, что, дескать, там навязывают в школах изучение татарского языка, и после этого пошел погром. И Москва отказалась переподписывать третий раз. Но получается, что и по Конституции Татарстана мы взаимодействуем с Российской Федерацией на основании договора о разграничении полномочий. Но его сейчас нет, этого договора. Нету. Получается, что иных документов, которые бы фиксировали объединение, вот этот Unity, у нас нету. Выходит, что Татарстан и Москва в юридическом смысле ничего не связывает, потому что договор был единственным правовым клеем, который нас хоть как-то удерживал в неком общем поле. То есть вот я обрисовал достаточно грубо, большими мазками, то, за что можно цепляться. И нужно цепляться. И мы должны вот это все выносить на большую, широкую международную общественность. Как это было в 90-м году? Мне лично рассказывали участники тех заседаний комиссии, да, между Татарстаном и Российской Федерацией, как это происходило. Ездили в Москву, доказывали свою правоту и под угрозой ареста, это несколько раз было, и основывались на том, что брали документы прошлого, архивные, и эти документы вытаскивали. А так как со стороны Москвы в этих обсуждениях и переговорах участвовали такие люди, как Бурбулис, значит, Шахрай Сергей, который тоже грозился танки в Татарстан вести, они были то, что любят говорить Венедиктов, легисты, законники, они были юристы. И когда им Индус Рязакович Тагиров, первый председатель Всемирного конгресса татар, профессор, историк видный, академик, показывал эти документы, то вот, если вы правопреемница Советского Союза, то вы тоже должны следовать этим документам. И они ничего не могли сделать. Они вынуждены были принимать доводы Татарстана вот в юридическом плане. То есть здесь есть у нас преимущество, есть на что опираться. Потом, смотрите, еще один момент. Здесь мы как бы от этого отходим. Мы должны стать по-настоящему политической нацией. Потому что, но, чтобы стать, как я считаю, политической нацией, нам надо стать нацией духовной по-настоящему. Ну, не в таком демагогическом, таком пустозвонном виде, да, а именно вот в реальном наполненном содержании. Мы должны выработать эту формулу политического единства, политической нации через духовное единство. Потому что духовная нация – это нация прямого действия, которая исходит из принципа, что внутреннее, оно важнее внешнего даже. То есть внутреннее единство важнее некоторых внешних атрибутов. Потому что духовный импульс – это тот ток, который не дает остыть или не дает погаснуть идеи. Вот это тоже очень важный момент. Я думаю, что его тоже обязательно надо учитывать. Вот обязательно стать той самой духовной нацией. Конечно, язык. Конечно, язык. Сейчас сложно, конечно, после вот этих
десятилетий, столетий потерь, потому что сейчас-то вообще ни татарских школ, ни татарского университета нет. Мы тоже в прошлый раз с вами об этом говорили. Трудно изучить татарский язык, но он должен стать символом. Он должен стать символом, как он был у басков, у каталанцев, у уэльса, да, у валийцев. Как они смогли все равно восстановить. Но даже яхуды, евреи смогли восстановить иврит спустя почти 2000 лет, когда в 140-х годах они вынуждены были уйти в миграцию, стать диаспорой, да, разделенным субъектом. То есть мы, в принципе, можем это восстановить. Но язык, надо понимать, пока вот сейчас он держит нас. Даже если кто-то не общается, но все равно должны как бы вот его учитывать. Вы знаете, что и, собственно говоря, неформальный гимн татар основан на стихотворении, наверное, самом известном стихотворении татарском и самым известным стихотворением Габдуллы Тукая «Итуантель», родная речь. «Итуантель» и «Матуртель» «Эткемнің тілі». «Дүнияда көп нәрсе білдім, сен туған тіл арқылы». То есть я, говорит он, много чего познал через тебя, мой родной язык. Вот здесь это ключевое понимание. Язык – это не средство коммуникации, потому что сейчас мы с вами коммуницируем на русском. Кто-то коммуницирует на английском, кто-то на турецком. Кто-то просто переписывается, может даже рот не открывать. Шандатугель дело даже не в этом. А то, что это оптика мировоззрения. Это татарский взгляд. Татар хорошо. Татарща хорошо. И это очень важно, потому что через него и происходит в том числе вот это вот духовное объединение через взгляд татарский. Собственно, он порождает то, что называется мир, татарский мир. Почему называемый русский мир активно пытался навязывать русский язык? Потому что он прекрасно понимает, они же сами не разговаривают, в общем-то, русским языком, они разговаривают большей частью матом, к их большому сожалению. Они, если по-настоящему владели языком Пушкина, который придумал этот язык, современный русский, может, они бы такими не были. Но то, что они все время орали, мы самая образованная нация в мире, привело к тому, что эти люди большей своей частью не могут связать 3 слов. Это тоже большая беда для них. И чтобы нам не опуститься до такого состояния, мы должны лелеять, ценить и беречь наш язык. Я приведу исторический пример, чтобы, так сказать, не было излишней философичности. Вот после революции 1789 года, Великой Французской революции, я, вы знаете, люблю революции и часто ссылаюсь на некоторые их аспекты. Усвоение французского языка являлось одним из условий полноправного французского гражданства и принадлежности к французской нации. Сам принцип этот стал, да, потому что долгое время они воевали еще с англичанами, надо понимать. Но при этом не уничтожали другие языки, там же много, и провансальский, в том числе и бакский, и баскский, и гасконский, и хамбашка там тоже огромное количество. Но был выработан некий литературный язык, норма, который стал объединяющим мотивом для создания политической и впоследствии гражданской французской нации. Они стали французами, гражданами. Тоже очень важно. Объединяет что? Территория, язык и ценности. Но территории-то у нас большие, они разбросаны. Плюс ко всему мы нация диаспоральная. Мы живем в разных частях, как известно. Австралия, да, Канада, когда. И там эти диаспоры старые, проживающие свыше 100 лет. Поэтому мы говорим, конечно, там Казань, Безнамурхи, Маркязыбез и так далее и тому подобное. Но Казань сейчас не является для нас политическим центром, потому что она захвачена фактически
путинской системой и, к нашему большому несчастью, еще и выполняет их злую и преступную волю. Поэтому вот язык. Мы на этом остановились, да? Я еще раз должен здесь подчеркнуть, язык имеет сугубо политическое измерение. Это не коммуникация, это надо понять. Потому что говорить мы с вами можем по-разному. Но коммуникация в другом смысле. В смысле коммуна, комьюнити, да, и общение. Но общение не такого бытового характера, да, халявничек, а общение политического свойства. Это есть община, как раз-таки взаимодействие. Они имеют представляют форму или область политического формулирования. Вот. Мы мыслим политически татары, всегда мыслили и в истории, и, собственно говоря, вот то, что я перечислил, те этапы политической государственности татарского народа говорят о том, что без политического проекта, без политического самосознания они бы были невозможны, а самое главное, невозможно было бы постоянно вот это вот reminder, да, то есть внутреннее напоминание постоянно о том, что мы вот потеряли, но мы не забыли, мы восстанавливаем, мы боремся, мы должны, мы должны, мы должны. Есть нации, народности, во-первых, не было ничего подобного, есть такие, не буду называть, чтобы они нароком никого не обидеть. И они опирались, в том числе и шли за татарами. Но здесь не в том смысле, что вот мы самые крутые, нет. Ну вот так Всевышний распорядился, есть историческая миссия. И мы должны им тоже помогать, как когда-то кто-то нам помогал. В этом смысле это еще и вопрос о формах борьбы за свою политическую самостоятельность. Это тоже очень важно. Ведь вы помните, в 2017 году, когда мы боролись за наш язык, и ваш покорный слуга этим активно занимался, мы создали Демократический конгресс народов России в 2017 году в Москве. Провели крутейшую конференцию, свыше 30 представителей народов, были от Чукч до народов Кавказа. И создали эту организацию мощную. Какие только мероприятия не проводили. А объединились на основании чего? То, что у нас отнимает язык. Вот язык стал для нас, всех, там, за 30 представителей народов, и многие из них сейчас являются лидерами своих национальных движений, которые борются за свободу. Они у вас тоже на слуху. Язык вот стал для нас, для всех механизмом объединения в единую общность. Политию воли, как я ее называю. Политию воли. Поэтому язык крайне важен, потому что, как сказал Тукай, в нем заключено все. Все, что мы можем, все, что мы понимаем, все, что мы осмысливаем, все, что мы видим, это дается только через язык. Фикраша. Вот есть мысль. Но мысль у вас формируется только через языковую конструкцию. Не все из того, что вы можете помыслить, вы можете выразить. Из того, что вы не можете помыслить, вы не можете выразить. Не бывает такого, что вот мне приходит мысль, и я ее не могу выразить. Это вопрос только о степени образованности человека. Он может объяснить или не может объяснить. Просто у него там, например, недостаточен словарный запас. А в остальном они связаны. Даже вот в русском языке понятие мысль и смысл, мысль, откуда и мышление происходит, оно однокоренное. Они связаны непосредственно. И политическое мышление – это форма тоже взаимодействия политической мысли и, конечно же, языка. Ну и я также считаю, что, говоря о том, что мы должны стать политической нацией, почему? Потому что понятие
и даже не само понятие, явление народа, оно очень размытое, такое вот аморфное, да. Народ это вот такое политически ангажированное, что ли. Вот живут какие-то народы, ну, там сеют, пашут, танцуют, сабантуй проводят. Это такой народ, про который Гумилев говорил, народ в состоянии гомеостаза. То есть в последней стадии он отдавал каждой нации 1200-1500 лет, можно спорить, но не суть важно. И вот народ гомеостаза находился в последней стадии перед тем, как аннигилировать, исчезнуть. И вот что это значит гомеостаз. Когда он соединялся с природой, ему ничего не надо, никакие политические проекты, ни за что не борется. Он хочет вот жить там, травку жевать, рассветы, закаты встречать. Все, а больше он ни на что не способен. Максимум фольклор. Но нам-то этого не надо. Нам надо стать нацией, но этого нельзя сделать без самого принципа политического проявления и провозглашения. Невозможно. А факт этот и сам принцип разворачивается и постигается только путем исторической борьбы, противостояния. Освобождение и борьба однозначно выковывает политическое. Я тоже об этом много говорил. Политическое просто так не является как финансовый инспектор в бухгалтерию. Его надо заслужить, его надо выковать в кузнице. Вот как то самое кольцо всевластия, да, у Толкиена. Это прекрасная метафора. Я же говорил, что нация – это обязательно общность, которая сформулировала свою включенность в исторический процесс и сумевшая реализовать политический проект. Вот у нас есть сейчас политический проект, ну, аморфно, вот мы как-то его там сейчас озвучим. Но если мы его четко можем провозгласить, четко сформулировать, разработать и начать реализовывать, тогда точно политическая нация. Без сомнений. Без сомнений. В политической борьбе. Украинцы сейчас бесспорно политической нации, потому что в борьбе они завоевывают и отстаивают свое право. Лишь в борьбе обретаешь ты право свое. Люди старшего поколения, если меня смотрят, знают, откуда эта цитата, в общем-то, из манифеста коммунистической партии. Ну, как бы там ни было. Ну и напоследок, я перейду к вашим вопросам, чуть я, конечно, тут затянул. Значит, в 20 веке был такой германский философ, вы знаете, я часто обращаюсь именно к этому ареалу мысли, потому что там действительно эта мысль очень мощная была. Гельмут Плеснер назвал своих соотечественников, германцев, запоздавшей нацией. Запоздавшей нацией. Потому что писал он только в 1871 году. На карте Европы появилось немецкое национальное государство в виде германской империи. Да, ну были, конечно, великая империя Карла, там великая империя германской нации, но это все средневековые были, речь о новом времени. Вот здесь мы тоже должны себе поставить вопрос. Мы запоздавшая нация? Или мы еще не дозревшая нация? Главное, чтобы не были перезревшие. Остальное, я думаю, иншаллах, Аллах Берса, булар. Так, ну давайте теперь сыраулар бар, есть вопросы, на них постараемся ответить. Руслан, Татарстанда яшәүче күп милләтлеләр татар милләте өчен керәмәсләр дип уйлыйм. Удмурт һәрхәлдә чыкмый, чуваш аяк татламаячак, безнең өчен мари селкенеп тә карамаячак. Ну, карагыз, 100 ел элек, гасыр элек алар безнең рәткә һәм безнең сафларга бастылар. Мари да беренче үзенең милли корылтайын, милли чакырылышын Казанда уздырды. Һәм инде татарлардан ярдәм сорап, аларның лидерлары һәм айдаманнары безгә чыктылар. Шуңа күрә булыр, әмма дә ләкин алар белән эшләргә кирәк, аңлату эшләрен алып барырга кирәк.
миңа калса, татар булмаса, аларга бик авыр булачак. Чөнки төрле сәбәпләр бар, но алай да татар ул күпчелек. Татарда сәяси фикер бар. Татарда ресурс бар. Матди булсынмы, зыялы ресурс булсынмы, интеллектуаль ресурс. Һәм тарихи ресурс та бар. Шуңа күрә алар белән эшләргә кирәк, аңлату эшләрен алып барырга. Мин, мәсәлән, кайбер аларның әйдәманнарын, лидерларын беләм. Алар татарны нык хөрмәт итә һәм дәген безнең белән эш алып барырга әзерләр. Как татарам относиться к Минниханову и к Шаймиеву? Ну, я вам на предыдущем стриме отвечал на этот вопрос, как относиться. Каждый относится как хочет. Я свою позицию на прошлом стриме выразил, сказал. Я считаю, что они могли сделать больше, но не сделали. Я критикую их, просто не хочу впадать в такую демагогию и просто исходить из того, что Баба Яга против, и постоянно критиковать. Мой стрим посвящен конкретно тому, в каких условиях мы находимся и в каких юридических, политических и исторических реалиях мы пребываем. Я считаю, что Шаймиев внес свою лепту бесспорно в становление Татарстана, много сделал, но не докрутил. Шаймиев пошел по пути того пути, по которому пошли многие, ну, скажем, такого типа лидеры, в том числе и в странах Центральной Азии, братских нам, начали заниматься накопительством, обогащать свой клан, обогащать свою семью. И вот эти вот деньги, миллиарды денег, а у Шаймиева 2 сына, миллиардеры, и внучки, и внуки, миллионеры долларовые, можно было направить на развитие институтов татарской нации. Национальный университет, пусть не территориальный, экстерриториальный, виртуальный, или как было у поляков летучие университеты в свое время, да, когда они находились под советской оккупацией. Летучие университеты, знаете, какое влияние оказали. Собирались профессура или люди какой-то мысли. И они они читали лекции, выезжали в села, в города. Они читали лекции бесплатно. Ну, кто-то собирал, наверное, помогали. И они просвещали народ, просвещали, помогали. Да, конечно, там надзор, они камуфлировали свои мысли, но они создавали вот эту вот комьюнити, сеть. И интеллектуалы, лидеры польской нации, они шли к людям, общались, взаимодействовали, просвещали и создавали политическую общину, политическую коммуникацию. Это сейчас можно делать, пожалуйста. Но ведь они не делают, ни Минниханов, ни его люди, которые тоже Щербайван Кшеляр, просто вот миллионеры, денег просто некуда сувать. Не помогают же. Они же не занимаются татарской нацией. Все эти, то, что отдают на Сабантуй, да, это хорошо в какой-то степени. Но мы не нация Сабантуев, в конце концов. Прошлый эфир я посвящал этому. Поэтому относиться можно вот таким образом. Но есть такой момент интересный, что вот будет кризис, например, в России, все повалится. Ну, как это было в конце 80-х годов. И вот эти вот люди, которые состояли в Компартии, тот же Шаймиев, Минниханов еще тогда был молодой, они почувствовали, что центр ослаб, и они выдвинулись вперед и стали людьми, которые оппонируют Москве, хотя вчера еще присягали. Здесь такое тоже может случиться, конечно. Хаос в стране, резкое падение уровня жизни, и регионы, жирные регионы могут поставить вопрос. Хватит кормить Москву.
из экономических требований, как это было в 80-х годах, экологических, экономических, они трансформируются в политические. И тогда, может быть, они опять развернутся. Я не исключаю это. Они развернутся и скажут, ну вот, мы вообще-то все это время были против Путина, а то, что мы говорили, ну, сами понимаете, времена такие, приходилось. Поэтому здесь, опять-таки, историческая оценка должна быть до нас достаточно жесткой. А возможно ли взять земли до границ Казахстана? Ну, конечно, мы же переучреждаемся. Я же говорю, что Татарстан должен сейчас переучреждать. Пока что теоретически мы должны переучреждаться. Мы должны заявлять о том, что эти земли наши и казахов совместно, башкортлар белән бергә. Поэтому мы там между собой разберемся, как они будут, но это не земли никакой Российской Федерации. Там, где татары проживают компактно и обособленно, вы знаете, много таких регионов. Пензенская область, Саратовская, Ульяновская, Мордовская, Кировская, Нижегородская, как я уже сказал, там Ростовская. Вот там, где есть татарские анклавы, они тоже должны заявлять об конфедеративности с единым татарским пространством. Это может быть татарская конфедерация большая, потому что мы не можем все земли забрать, понятно, это будет сложно достаточно реализовать. Но вот таким образом, почему нет? Вот есть, например, у Франции заморские территории, так называемые. Есть, есть. Да, какие-то колонии они, но они не хотят выходить из состава Франции. Зачем? Прекрасно себя чувствуют. А у нас, ну вот, по разным причинам есть территории, которые пока не могут соединиться вот этим вот самым Занзибурским коридором. Ассаламу алейкум, Руслан, алейкум салам. Келешәсезме, хәзерге вакытта татарларда милли узган гасыр башы һәм 90-нчы еллар башына караганда күпкә сүлпән. Татар геосәясәтчеләр дә элек күбрәк иде. Ну, ансы әлбәттә. Ул заман белән чагыштырсаң, без күпкә артта калдык. Ну, шулай дагын, шуны да белергә кирәк. 90-нчы һәм аеруча инде 2000-нчы еллар безнең өчен зур сынаулар белән тулы заман иде. Чөнки милли мәктәпләрне, милли мәгарифебезне без саклап кала алмадык. Лидерларны һәм дә көчле зыялыларны шулай ук үстерә алмадык, мәсәлән. Ничектер менә күбрәк матди якка авышканбыз. Безнең элита, безнең җитәкчеләр дә шул хакта. Шуңа күрә юк. Ну, шулай да барыбер ниндидер яңарыш булырга тиеш. Чөнки табигатьнең үзенең мантыгы бар, һәм дә үзенең юлы бар. Бүген сүлпән, иртәгә, мәсәлән, калкып чыга ала. Андый фаразлар да бар, мәсәлән. Мин ул якта, мәсәлән, оптимистик карашта. А милли үзаңны үстергә кирәк. Менә бу сөйләшүләр, мәсәлән, ниндидер лекциялар, тарих аша әлбәттә, милли үзаңны үстергә була. Телне өйрәнү аша, һәм дә берләшү аша. Һәм дә иң мөһиме, хәзерге вазгыятьтә Мәскәүгә каршы булган позициябезне белдереп, ул да милли үзаңны үстерә. Ни өчен? Чөнки ул аны капма-каршы куя. Без алар түгел. Без татарлар, алар агрессорлар, мәсәлән. Алар талаучылар, алар җинаятьчеләр. Ягъни монда Карл Шмидт заманында әйтмешли, сәясәт нәрсә ул беренче чиратта? Синең дустыңны һәм дошманыңны беренче чиратта белү. Әгәр дә син аны белмисең икән, димәк, син
siyasette eee, kazanış almaya şahsın. Demek mında ciddi ciddi тема әлбәттә. Ну, шулай да миңа калса, монда оптимизмга урын күбрәктер мөгаен. Здравствуйте, здравствуйте. Скажите, почему вы так сетуете за татарский язык, а сами не делаете выпусков на татарском языке? Ведь сейчас даже в аулах смотрю YouTube, а смотреть татарском нечего, кроме ТНВ. Исправляйтесь. Я бы с удовольствием, вы знаете, я бы с удовольствием это делал, но для чего мы делаем? И отчасти миксуем. Во-первых, потому что аудитория будет больше, и не все, соответственно, татарский знают, а смотрят многие люди, которые проживают за пределами Татарстана и особенно Российской Федерации. Во-вторых, как вы понимаете, я один не могу все это тащить, и поэтому мы ищем тех людей, которые могут также выступать, или, например, соведущие, пожалуйста. Если будет большая потребность, я готов вести, например, только на татарском языке. Но я считаю, что моя главная миссия вот сейчас — это не пытаться там говорить конкретно красиво, а формулировать политические мысли, требования, формировать национальную политическую мысль. Поэтому неважно, на каком языке для меня она будет доноситься, хоть на русском, хоть на татарском, хоть на чукотском. Неважно в данном случае. Но если будет большой запрос, скажет: Руслан, мы ничего не понимаем, давай татарщина, ну, можно и так сделать. Но здесь мы исходим из того, что надо донести мысль, надо людей окунуть в оптимистическую купель. Во-первых, вот как был предыдущий выше вопрос, Сульпенлик был масоночен, чтобы не было упаднических настроений. Мы должны постоянно поддерживать вот это. Поэтому здесь никакого противоречия нет. И, как я уже сказал, выше сетую я на татарский язык как не на, скажем, форму коммуникации, а как на аспект политического объединения татар. Исайнус Руслан, Исайнус, вопрос. Среди татар, к сожалению, очень много манкуртов. В нужный момент достаточно ли будет татар, которые захотят взять власть в свои руки? Рахмат. Я вам скажу следующим образом. Этот часто вопрос возникает, и он отчасти, наверное, и меня где-то мучает и гложет, но надо понять следующее, что большинство, оно не делает веса в истории, на исторических весах. Экзистенциально тяжеловесы – это люди-политики, да, идеи кішілер. Вот они экзистенциально весят больше, чем 1000 простых обывателей. Поэтому большинство, оно пойдет за тем, кто придет с политическим проектом, кто станет системно работать и продекларирует вот власть и политический проект. И большинство примет. Потому что большинство – это понятие размытое, у них нет принципа объединения, они дезорганизованы, у них нет никаких собственных структур. В отличие от людей, носителей политической мысли и, как говорил тот же Гумилев, людей длинной воли, которые ради реализации своей идеи или проекта готовы жертвовать всем. И имуществом, и временем, и здоровьем, и кто-то даже жизнью. И поэтому они имеют право говорить от имени народа. Самого гласа народа нету. Народ — это, как я уже говорил, аморфное понятие. Его делает нацией, в том числе интеллектуальная элита,
которая ему объясняет, что вы вот не серая масса, а вы некая система, вы некое образование. У вас есть культура, у вас есть история, у вас есть язык, и у вас должна быть политическая репрезентация. Вот. Ну, а говоря, здесь ничего страшного, ничего страшного. Всегда так было. И во времена Золотой Орды. Ведь правящий слой он был небольшой, несколько тысяч человек. Они определяли все. А большинство просто, оно подстраивалось под идеологические мелодии носителей политической мысли, политического проекта. Ну, всегда так было. Ну что, большевики, там тоже их мало было, пришли, власть установили. И что, А большинство и не знало про большевиков, а потом все стали родить за социализм, коммунизм. Ну и кого не возьмите, все революции, все перетрубации, они были исполнены и реализованы группами, небольшими группами людей. Это не так вот миллион выходит и что-то там решает. Никогда ничего не решает. Такой миллион. Поэтому здесь не надо расстраиваться, не надо на это ориентироваться. Если, вот я люблю приводить следующий пример. Да, был такой деятель Великой Французской революции, Мирабо. Так вот, у него есть известное изречение. Если 10 человек хорошо организованы соберутся, то они могут одолеть 100 человек неорганизованных. Но если их будет там тысячи или десятки тысяч, тогда они могут всех, что называется, подверстать под себя. И так и получилось. И революции так и делаются, и трансформации так делаются. Хорошо организованные группы всегда бьют неорганизованные массы. А в спорте еще есть хорошее определение. Да? Значит, класс бьет, то есть высококлассная и спаянная команда, она всегда выигрывает, потому что она спаянная, потому что она высококлассная. И вы это тоже понимаете прекрасно. Для татарского народа умные и начитанные наши представители должны вести большую разъяснительную работу о будущем нации. Как вы думаете, татарский народ можно разбудить только пропагандой? Значит, народ можно разбудить двумя методами. Первое – это катастрофой, которая ломает розовые очки людей, которые пребывают вот в таком якобы неведении, а на самом деле просто они убегают от реальности. Этот момент. И второй момент это та самая пресловутая пропаганда. Вот сейчас посмотрите внимательно, как война реально способствует росту самосознания людей и отдельных народов. Люди начинают искать корни свои, что они не русские, что они не россияне, что они, оказывается, там на четверть там татары, башкиры, марийцы, якуты и так далее. То есть начинается то, о чем я говорил, вот отвечая на вопрос на татарском языке, размежевание. Враг, друг. Но это катастрофа, война. Это та часть, которая заставляет тебя рефлексировать, думать. Плюс ко всему, пропаганда, конечно, важна. Поэтому Ленин говорил, что газета – это не просто орган пропаганды, но и организации борьбы политической. И, собственно говоря, я считаю, что людей можно перепрошить. Если противопоставить хорошую контрпропаганду, это не просто, конечно, но это можно. Отключите телевизоры у всех людей, и вы увидите, как детоксикация происходит. Как люди перестают, которые смотрят Соловьева и Скобеевых, как в том известном фильме «Собачье сердце» Булгакова, да,
Помните, этот Шариков все ходил и говорил там «Абр-Валк», вот, значит, повторял все, что он видел. Крым наш, Абр-Валк. Он прочитал неправильно «Глафрыба», наоборот, оборвал. И они перестают. И контрпропаганда. Это не просто, конечно, но нужно работать. Я же говорю, что всякая революция – это акт воли, акт борьбы, акт усилия. Если эти усилия не делать, то тяжело рассчитывать на какой-то результат. Так. Исамис Руслан, Исамис, мои татарские друзья разговаривают на русском. Пытаюсь переводить разговор на татарский, к сожалению, безрезультатно. Чувствую, что сам начинаю хуже говорить из-за недостатка практики. Что делать? Я делаю следующим образом. Я звоню знакомым, родственникам и разговариваю на татарском. Какие-то темы берете сложные, но обязательно практикуете. Найдите, есть в интернете вот эти вот спикинг-клабы. Вот, люди хотят практиковать, это очень полезно, практиковать красивую литературную речь. Почему нет? Что касается ваших друзей, ну, вы знаете, я знавал много таких людей, которые категорически не хотели говорить на татарском языке, а потом они, особенно после войны, конечно, они стали переходить, ну, какие-то слова вставлять в разговор, пытаться. Это тоже усилие, это надо приветствовать, поддерживать. Я понимаю, что не все, конечно, будут обладать идеально, но это сам факт преодоления, это сам факт того, что вы из себя выдавливаете, как говорил Чехов, раба, но не раба в данном случае, а вот это колониальное сознание, оно выходит. То есть он делает усилия, он понимает, что у него забрали часть души, языка, потому что язык дан Всевышним, он не придуман никакими людьми, он на самом деле дан Всевышним. Это великое наследие. И вот когда он это понимает, он постепенно вот это вот колониальное сознание себя начинает изживать. И это большой акт, это акт воли. Руслан, скажите, пожалуйста, если Татарстан, даст Всевышний, будет независимый, какое место будут занимать те люди, которые считаются татарами по одному из родителей? Да, понимаете, в этнологии вопрос принадлежности к этносу формируется на двух, базируется или покоится на двух китах. Первое – это язык, но с языком сложно, мы понимаем сейчас, конечно. Второе – это самоидентификация, усть-бильгаляну, самоопределение. Вот я определяю себя татарин, а кто-то говорит, ну, есть такие люди у нас тоже среди наших близких друзей, ну, наполовину. Да я там чеченец. Если чеченцы принимают, да, пожалуйста. Это самоопределение, он хочет им быть. Это же не только право по крови, а право по мировоззренческой установке. Поэтому я здесь не вижу никаких проблем. Как вы лично относитесь к тем, у которых татарские и еврейские корни? Да нормально отношусь. Я знал пару таких человек. Очень интересные. Еврейские корни дают им такую внутреннюю подвижность, динамику. Но если еще это татарско-мишарское, то там просто где стой, там и падай. Да? Это люди, подключенные к какому-то генератору бесконечной энергии, к тому самому перпентум мобиле. Я не вижу ничего плохого. Есть, они же не виноваты. Родители не выбирают, как известно. Руслан, как решить проблему Башкортостана, Восточный Татарстан? У нас большинство в республике, необходимо ставить вопрос о суверенитете и дальнейшем объединении с Татарстаном. Я думаю, что вопрос Башкортостана должен подниматься. Это действительно огромное количество татар, свыше миллиона. И, собственно говоря,
они имеют все основания о приобретении или обретении, или восстановлении своего статуса нации, которая имеет такие же права, как и остальные нации. То есть здесь, я думаю, конечно, когда будет все переучреждаться заново, все это надо обсуждать, а, договариваться, решать. Почему люди так легко оболваниваются пропагандой в эпоху интернета, когда вся информация доступна? Ну, вы же знаете известное изречение: «Ах, я бы сам обманываться рад». Люди, есть такое понятие, гаплозис в греческом. Оно означает психическое расстройство вот людей, которые привыкли все упрощать. Гаплозисом заражены, к сожалению, огромное количество людей. Люди же не хотят напрягаться, а мыслить — это подключать акт воли, акт мышления. Мышление — это воля. Вы должны как бы вот постоянно быть в неком таком напряжении, внутренней мобилизации, да? Книжку прочитать, статью осмыслить, подумать. Вот что такое анализ? Анализ — это то, что вы можете взять, ну, я не знаю, вот ручку, значит, разобрать ее на все детали, которые есть, сейчас не буду, и собрать. Вот анализ — это то, что вы можете по каким-то частям разобрать, а потом собрать. Если человек читает информацию и не разбирает ее, а воспринимает целиком, словно вываливая из себя борщ, тогда он не может анализировать. Анализ — это всегда работа по расчленению и сочленению. Но большинство этим не занимаются, потому что большинство, как я уже сказал, они безвольны, им ничего не надо. Они живут то, что говорил Шаламов, от пуза, то есть их волнует удовлетворение самых простых их физиологических потребностей. Поесть, произвести какие-то там другие дела, посмотреть телевизор, ну, как бы и поймать какой-то кайф. Все. Поэтому на большинство людей не надо ориентироваться. Я вообще считаю, что эш хэм уэш санда тугель, ул сыйфатта. То есть успех не в количестве, а в качестве. Вот сыйфатлы татарларны үстерергә кирәк. Һәм аларга ярдәм итәргә кирәк. Руслан, в итоге тематика с соборной мечетью, перенос ее ближе к Кировскому району — это поражение. Кто с кем не договорился? И нужен ли парк тысячелетия принятия ислама на территории бывшего Крылая? Соборная мечеть, которая перенесена, скорее всего, в район Адмиралтейской слободы, Бишбалта, Татарщина, я считаю бесспорным поражением. И тот самый упорядоченный вниз компромисс, про который я говорил. Потому что если мы не в состоянии настоять на том, чтобы мечеть, соборная мечеть, джамик мечеть стояла там, где мы хотим, тогда мы не хозяева в Республике Татарстан и в ее столице, городе Казань. Кто настоял? Да Москва. Почему наши прогнулись? А потому что махлюкляр. Потому что боятся. Боятся. Что им там пригрозили? Я уж не думаю, что им пригрозили, как Людовику XVI или Карлу, отрубить голову или снести их с их насиженных мест. Нет, просто сказали, ну, нежелательно. И все, и наши как бы дали, значит, под козырек. Ведь смотрите, как сделали. Сначала восстановили
вот этот храм Казанской Божьей Матери, его выстроили огромным, вот кто представляет сейчас, да, чуть-чуть от Кремля туда в сторону рабочего квартала. Огромная, и она прям так, вот архитекторы, у архитекторов есть специальное определение к этому, да, нависает вот этот вот храм огромный, он нависает над комплексом Казанского Кремля, мечеть Кал-Шариф и так далее. И была идея, задача уравновесить его, но так как в центре места нет, там уже ничего не построишь в историческом центре, понятно. Решили вот как раз или где чаша построить, намыть песок и построить вот прям Копмакарши, да, напротив большую соборную мечеть. Но ведь построить одно, нужно пространство для машин, автостоянок на 10 тысяч если хотя бы строить. Плюс там развязка неплохая. Отказались, там нашли какие-то экологи, то все. Хорошо, на этой стороне, да, этой дороги стороне, где парк Карлай, там тоже, оказывается, экологи, а то, что там прям буквально через эту посадку небольшую построили ЖК огромный, как там он там, ЖК Барселон называется, что ли, никого не возмущало. А сначала согласились, да, вот давайте в Карлай, да, это хорошее место, очень хорошее место, там стоянка, там рядом метро, Кяжа-Вистаси, да, Кози Слобода. Ну, действительно, место достойно. Не скажу, что идеально, но достойно. Дальше вот эта возня понеслась, закончилась тем, что чтобы найти вот этот вот компромисс, чтобы там не сильно возникали верующие, а давайте там разобьем парк. Назовем его 1100-летие принятия ислама. Так он бы и там, и так был. Тут просто вот 1100-летие ислама дадут, и этим самым вы давайте успокойтесь. Так не бывает. Что мы не можем добиться того, чтобы у нас была мечеть? Я жил в Новосавинском районе. Это крупнейший, самый густо заселенный район Казани. Там проживало около 300 тысяч человек. На почти 1,5-миллионную Казань, 1 350 000, по-моему. Там две мечети всего. Это мечеть Казан Нуру Мящите и Мящет Булгар. Но там прибывают сумасшедшие бабаи, и, значит, всем заправляет бывший муфтий, агент Путина Ильдус Файзов. Говорю это прямо, потому что я его очень хорошо знаю. Односельчанин моей мамы. Более того, я этому говорил, в общем-то, в наших частных беседах. Туда не зайдешь, там сразу придирается, борода не такая, значит, то все. Ко мне лично привязывали, что я зашел без носков в 40-градусную жару. И говорили, что, значит, надо одевать носки по сумме. Ну, это хорошо, это как бы детали. Ну, то есть вот две мечети фактически. Может, сейчас еще что-то открыть, но, по-моему, нет. Да? Мечети нужны, но им не дают возможности открывать. Там же в Новосавинском районе построили церковь на улице Чистопольской, огромная церковь. Да. Ну, туда не ходит народ. Ну, хорошо, они сделали там, понятно, для того, что называется, баланса. Как бы мы не против. Но дайте место для мечети. Вот в этих густонаселенных местах нету мечети. Нет. А если отнесут ее в сторону Кировской дамбы, Бишболта, это промышленный район, самый загрязненный, самый малозаселенный, вы знаете, люди там не живут. Там одни промышленные предприятия. До недавнего времени очень дурно пахло там от всех этих мыльных и прочих заводов, да. Да, там что-то пытаются реконструировать, но это показатель символический. Кто поедет, например, в соборную мечеть в пятницу в обед, условно говоря, с Новосавинского или там с Приволжского района, да еще или с центра, в обеде на перерыв у него есть там 1,5 часа, например.
Он хочет посетить соборную мечеть. Он наверняка будет попадать в какие-то пробки. Ну, то есть здесь очень много таких моментов возникает сразу. Но самое главное, то, что мы, оказывается, не можем построить мечеть соборную там, где мы хотим. А восстанавливать собор, храм Казанской Божьей Матери, вот это вот все, недавно опять там что-то открыли, на это деньги находят. Все, что они не потребуют, представители татарстанской епархии, все выполняется. А вообще, когда приехал ныне покойный, кто у них там, архимандрит, архиепископ, Феофан, который умер от ковида пару лет назад, он человек, который был архиепископом в Чечне, в Ичкерии, в Ставропольском крае, в Палестине. Человек, ну, я его знал, очень такой живой был, не скрывал, что он спецслужбист, в общем-то, считал, что он генерал ГРУ, вот, с большими связями очень серьезными. Вот он, когда его назначили в Татарстан, он был в Ульяновске тогда, и из Татарстана в Ульяновск отправили Афанасия, был такой. Он был такой слабый, но он был под татарстанскими властями, в общем, особо не возникал, имел там свои барыши. Естественно, человек с неправильной ориентацией сексуальной, но это ладно. И когда Феофан пришел, он первым делом сказал, что Кремль и Казань – земля русская православная. Я буду добиваться того, чтобы эти земли, здания, которые находятся на территории исторического центра, были возвращены православным структурам, православной общине и так далее и тому подобное. И он добился. Институт истории имени Шахабуддина Марджани, один из фундаментов татарской политической и исторической мысли, был перебазирован в другое здание, не в Кремле самом, а под Кремлем, там, где раньше находилась пересыльная тюрьма, где сидел и Ленин, кстати говоря, впоследствии находился диспансер, он, турбдиспансер, по-моему, да, вот, и их туда переселили. Место тоже историческое, но оно вне Кремля и как бы в таком вот внизу, если кто понимает, если вот с Карла Маркса спускаться, там такое белое здание виднеется прямо под стенами Казанского Кремля. Соответственно, на месте их здания, где они ранее размещались, заехали вот православные иерархи, потому что там, дескать, когда-то размещалась епархия. Но я извиняюсь, и в Казанском Кремле церковь вот эта вот стоит, она тоже стоит на месте ханской мечети. Хорошо, это доказано, и, в общем, даже ориентация, вот это вот минбар и основание камня, в общем-то, все говорит об этом. То есть, если так копать, так понятно, что никакой там не русская, не православная земля. Ну вот видите, что мы, к сожалению, здесь не в состоянии отстоять свое. Руслан, что стало с камнем памяти возле Казанского Кремля, который был установлен на предполагаемом месте памятника защитников? Тихо убрали его мерзкие трусы. Да, убрали, ведь это большая проблема. В Казани, как вы знаете, есть памятник павшим воинам, завоевателям Казанского ханства в 51-52 годах. Он размещается на том месте, вот в пойме реки Казанки, недалеко от того места, где она впадает в Волгу, и прям так часовенька беленькая, она как бы так гармонирует с Казанским Кремлем, как бы такое напоминание.
Вот мечеть хотят откинуть еще за него, туда, вглубь, да, Бишбалту, это еще дальше. Но в Татарстане нету никакого памятного обелиска или еще чего-то в память о павших воинах, шахидах, которые защищали Казанское ханство. Много поднимали этот вопрос, и вот представители национального движения как раз э, решили установить этот камень, Менгер, в знак того, что вот он является пока что вот неким обелиском того, чем является, например, эта часовня православная. Ну, ее потом убрали. Нету вообще ничего, даже нету имен, названий улиц, например, в честь ханов, да, Казанского ханства или ханов Золотой Орды. Ничего нет. Есть там какие-то пятые промышленные, десятые садовые, пятые трудовые и все остальное, но нет, не дают возможности. Каким-то, да, вот то, что православная общественность потребуется, это выполняют, а если татаро-мусульмане, то это нет, практически нет. Или дают, например, именование улицам, ну, видных каких-то татарских культурных деятелей, погибших, умерших. Это дают где-то на отшибе, в конце города, или каким-то мелким закоулкам где-нибудь в поселках тоже, которые прилегают к Казани. Это уже очень важно, потому что топонимика, она влияет тоже на восприятие людьми своей идентичности. Если они видят, что тут одни наименования, которые не относятся к ним, к их духовному наследию, они понимают, что они как бы здесь не хозяева, что они здесь вообще масканхаля, что они вообще никто, а о них просто ноги вытирают. Если, конечно, и если мы не будем этого добиваться, то просто мы окажемся в ситуации, при котором придут вот эти феофаны, очередной раз скажут, а что у вас здесь? У вас ничего нет, мечети нет, улицы все русские. Вообще Казань православный город, они об этом говорят в конце 80-х годов. Даже на одном из телеканалов, назывался «Эфир», который был промосковский, уходила еженедельная передача «Казань православна», где всячески говорилось о том, что это одна из цитадель русского православного мира. И, знаете, ведь восстанавливает Булгар, ну, там вот восстановили Булгар, да, там Шамиль, а рядом стоит Беляр, это больше и крупнее поселение, нет, не просто поселение, это город, он был стотысячник, стотысячник был в X-IX веке. В Париж тогда был, там еле-еле 20 тысяч натягивал. А это крупнейший город был в большой Восточной Европе, вот в европейской части Евразии. Крупнейший город считался. Город портовый, через него шли торговые сношения. Там были мечети, даже там, церкви, синагога была даже, Нестрианская была церковь. Это огромный-огромный был город, очень богатый, насыщенный, живший культурной жизнью. Ну, его там раскопали немножко, а денег нет. Денег нет, с археологами я вот общался, кто занимался этим. Денег нет, не дают. Хотя бы вот раскопать, накрыть, да, потому что, ну, это умирает все. Вы же знаете, что древности они исчезают, грабят, все там, погодные условия способствуют размыванию камней, фундамент. Ну вот из Булгара сделали такую витрину, а другие городища, их просто десятки, сотни по Поволжью, волжских, Волжской Булгарии, золотоордынских. На это денег нет. Москва, понятно, не дает. Все, что связано с исламом, с татарами, просто вот терра инкогнито. Но Татарстан же может. Нет. И здесь или дают какие-то гроши, а сейчас так вообще просто запрет после того, как Миниханов старший стал президентом Академии наук Татарстана. Я думаю, что вопрос будет еще более утяжелен, потому что это человек, даже если который хорошо относится к восстановлению татарского, татарской исторической памяти, человек, который не понимает в ней, во-первых. А во-вторых, это человек-система, он полковник.
хоть и полиции, но все равно у него уровень мышления, восприятия совсем другой. Но кадрлы дуслар, милләттәшләр, иң кардәшләрем, шуның белән давайте закончим. Пообщались достаточно хорошо, спасибо, что принимали участие. Если какие-то вопросы есть у вас, или предложения, или темы, или люди, которые вы можете рекомендовать, пожалуйста, пишите. Вот есть мой телеграм-канал, там есть и почта, куда можно писать, по возможности я всем отвечаю. Зур Рахмат, Исян